Всем привет! И с вами я, Ольга. И в сегодняшнем видео я предлагаю вам связать вот такую вот замечательную мужскую шапку. Вязала я ее из Alize Lana Gold Classic. Вот из такой вот ниточки. Это полушерсть. Там 49% шерсти и 51% акрила. Цвет 29. У меня на такую шапку ушло 87 грамм пряжи. Вот моточек, который остался. Вязала я на спицах 3,5. Надеюсь, что вам такая шапка понравится. И вы с удовольствием свяжете ее со мной. Вот такая у нас макушка. Вот. Как видите, шапка состоит из нескольких узоров, равномерно повторяющихся. И я постараюсь вставить фотографии с узорами после каждого провязывания. То есть мы провяжем вот этот узор, я вставлю фотографию, по которому я вязала. Вот этот узор провяжем, я вставлю фотографию. И вот этот узор провяжем, я вставлю фотографию. Дальше идет повторение узоров. Так что вам не надо будет вставлять еще раз фотографии. Шапку я вязала для своего сына. Фотографию не вставлю, потому что свежесвязанная. И надо ее постирать сначала. Может быть, в будущем я смогу вставить фотографию. На данный момент фотографию я не могу вставить. Вот такая вот замечательная шапка, с которой мы будем сейчас с вами вязать. Для вязания шапки нам понадобится моток пряжи Alize Lana Gold классическая, где в 100 граммах 240 метров. У меня это цвет 29 и спицы 3,5. Я уже набрала резинку и провязала ее. Для резинки я набрала 96 петель на саму резинку и одну петлю для замыкания в круг. Итого 97 петель. Изначально я набрала, замкнула в круг и провязала 10 рядов. Как вязать резинку, я думаю, вы знаете. Итак, это у нас провязано 10 рядов. Приступаем к вязанию 11 ряда. Мы провязываем весь 11 ряд полностью лицевыми петлями. Так. И до конца. И возвращаемся в начало ряда. Вот сюда. Я советую, для того, чтобы вы видели, где начало ряда, на спицу повесить маркер, который будет вам помогать видеть начало ряда. Вяжем ряд самостоятельно. Итак, приступаем к вязанию 12 ряда. Это ряд у нас будет изнаночный. Вяжем весь ряд изнаночными петлями. И так вяжем до конца ряда. Так. Берем за переднюю петлю, за переднюю стенку петлю и провязываем. Нитка у нас перед работой. Вот так у нас должно получаться. До конца ряда вяжем самостоятельно. Итак, мы связали 12 ряд. 13 и 14 ряд мы вяжем как 11 и 12. То есть 13 ряд мы вяжем лицевыми петлями, а 14 ряд вяжем изнаночными петлями. Вяжем самостоятельно. Еще раз повторяю. 13 ряд мы вяжем лицевые, 14 изнаночными. 15 ряд мы снова вяжем лицевыми петлями. До конца ряда вяжем лицевые петли.
И у нас должна получаться вот такая вот картина. Вяжем самостоятельно. Итак, мы провязали 15 рядов и приступаем непосредственно к вязанию самого тела шапки. Тело шапки будет у нас состоять из 4 разных узоров рисунка, которые будут разделяться вот такими бороздами продольными. Итак, тело начинается у нас с 16 ряда. 16 ряд мы вяжем резинкой 2 на 2. Вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные. Опять 2 лицевые, 2 изнаночные. И так до конца ряда. Вязание у нас должно закончиться 2 изнаночными петлями. Итак, мы провязали 16 рядов. Приступаем к вязанию 17 ряда. И в 17 ряду у нас будет уже идти смещение узора. То есть первую петлю мы провязываем лицевой. Затем 2 изнаночные. Снова 2 лицевые, 2 изнаночные, опять 2 лицевые. И так до конца ряда мы чередуем 2 изнаночные, 2 лицевые. Ряд мы должны закончить 1 изнаночной петлей. И вот у нас осталось 3 петли. В 17 ряду мы провязываем 2 провязываем изнаночными и 1 лицевой. И приступаем к вязанию 18 ряда. В 18 ряду мы провязываем 2 петли изнаночными, 2 лицевыми, 2 изнаночными, 2 лицевыми. И так вяжем до конца ряда. Так, 2 изнаночные, 2 лицевые. И ряд у нас должен закончиться 2 лицевыми петлями. В 19 ряду мы вяжем 1 изнаночная, 2 лицевые, снова 2 изнаночные, 2 лицевые. То есть у нас идет до конца ряда чередование 2 изнаночных и 2 лицевых. Закончить мы должны 1 изнаночной. Ряд заканчивается 1 изнаночной. И так провязываем мы до конца ряда. И у нас должен получаться вот такой вот рисунок. Уже рисунок вырисовывается. Итак, у нас осталось 3 петли 19 ряда. Вяжем 2 лицевые, 1 изнаночная. И следующие 4 ряда, то есть 20, 21, 22 и 23, мы вяжем аналогично, как вязали 16, 17, 18 и 19. И после того, как мы провяжем эти 4 ряда самостоятельно, мы опять с вами встретимся. Итак, мы провязали 23 ряда, и у нас вырисовывается вот такой рисунок. Первую часть рисунка мы связали, и теперь нам надо опять провязать вот такую разделительную
полосу. Причем это у нас 24 ряд. В этом ряду у нас будут еще прибавки. Мы вяжем 11 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и делаем прибавку. Я делаю прибавку из подтяжки. Кто-то может делать прибавку из петли. Из петли можно сделать. Вот нитки, знаки, да. Кому как удобно. Каждый делает так, как ему удобно. Всего у нас прибавок в этом ряду будет 8 штук. То есть через каждые 11 петель у нас идет прибавка. И в итоге в конце ряда у нас должно получиться 104 петли. Так как мы набирали 96 плюс 8 прибавок, у нас должно быть 104 петли. Весь ряд вяжем лицевыми петлями. Итак, в 24 ряду мы сделали 8 прибавок, и у нас получилось в ряду 104 петли. Приступаем к вязанию 25 ряда. 25 ряд мы вяжем изнаночными петлями. То есть все 104 петли мы провязываем изнаночными петлями. Как вязать изнаночные петли, вы знаете. Так что ряд провязываем до конца самостоятельно. Двадцать пятый ряд мы снова провязываем лицевыми. Весь ряд лицевые. Берем и вяжем до конца ряда. Вяжем 104 петли лицевых. Быстренько провязываем. Итак, мы связали 26 ряд. Приступаем вязать к 27 ряду. 27 ряд мы вяжем как 25, то есть вяжем его изнаночными петлями, а 28 ряд вяжем как 26, то есть вяжем его лицевыми петлями. Вяжем самостоятельно. И когда мы свяжем 27 и 28 ряды, первая часть рисунка у нас будет готова. Вот так будет красиво у нас получаться. Это у нас связано 28 рядов. И мы приступаем к вязанию 29 ряда. 29 ряд мы будем вязать резинкой 1 на 1. Вяжем 1 лицевая, 1, ой, запуталась, 1 изнаночная. Снова 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. И так вяжем до конца ряда. 30 ряд мы вяжем аналогичным способом. То есть вот здесь над лицевой мы вяжем лицевую, над изнаночной вяжем изнаночную петлю. Опять над лицевой вяжем лицевую, над изнаночной вяжем изнаночную петлю. И так до конца ряда. И у нас будет вырисовываться вот такой вот рисуночек. Похоже на резинку 1 на 1. В 31 ряду мы вяжем все с точностью да наоборот. То есть над лицевыми мы вяжем изнаночные, а над изнаночными мы вяжем лицевые. Опять у нас изнаночная
и лицевая. Изнаночная и лицевая. И так вяжем до конца ряда. Итак, 31 ряд мы связали. И по аналогии вяжем 32, идентично 31. То есть опять у нас изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. И так до конца ряда. Лицевая, изнаночная, лицевая. И смотрите, что у нас уже получается. Вот это рис или путанка, как ее называют. Такая симпатичная. Второй рисунок получается. Мы связали 32 ряд. И последующие 4 ряда, это 33, 34, 35 и 36, мы вяжем как предыдущие 4 ряда. То есть мы опять вяжем в такой же последовательности петли, таким же рисунком, как 29, 30, 31 и 32 ряд. То есть мы опять начинаем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Это у нас 33 ряд мы вяжем также, 34 точно так же вяжем, а 35 и 36 начинаем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Провязываем эти 4 ряда самостоятельно. Итак, мы провязали 36 рядов и сейчас приступаем к вязанию разделительной вот этой полосы. У нас будет уже 37 ряд, и мы вяжем полностью ряд лицевыми петлями. До самого конца мы вяжем только лицевые петли. Вяжем самостоятельно. Там, если где-то в зависимости от способа бабушкиными или классическими, кто какими вяжет, надо переворачивать петли, то вы смотрите, чтобы не было потом некрасивых перекрутов. И когда мы свяжем вот эту часть, вот эту полосу разделительную, у нас можно будет считать, что связана уже половина шапки. Вот видите, у нас получается ряд лицевых петель. Дальше вяжем самостоятельно. Так, лицевой ряд мы провязали и приступаем к вязанию 38 ряда. Он будет у нас изнаночным. Вы уже поняли, чтобы формировался такой красивый кантик, не кантик, кантик это у меня бабушка так говорит. Такая красивая полосочка. Так, петля расслоилась. Надо чередовать ряд лицевых, ряд изнаночных петель. Вот сейчас у нас изнаночные петли идут. Вяжем до конца самостоятельно. Видите, вы уже видите, как наша шапка начинает вырисовываться. Итак, у нас начинает вырисовываться вторая линия, вот эта разделительная между узорами. И мы приступаем к вязанию 39 ряда. 39 ряд у нас вяжется полностью лицевыми. Оп. Принцип вязания вот этих разделительных линий у нас все время будет одинаковый. До конца ряда вяжем самостоятельно лицевыми петлями. 40 и 41 ряды мы вяжем как 38 и 39. То есть 40 ряд мы вяжем изнаночными, а 41 лицевыми.
Итак, еще раз повторяю, 40-й ряд мы вяжем изнаночными, 41-й лицевыми, и эти два ряда вяжем самостоятельно. Итак, мы связали вторую разделительную полосу и приступаем к вязанию третьего узора. Третий узор мы вяжем как резинкой 2 на 2. Вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные. Опять 2 лицевые, 2 изнаночные. И так до конца ряда. Итак, мы связали 42 ряд. 43 будет лицевыми. Весь ряд лицевыми. Я с вами немножечко повяжу. Начнем, а дальше вы продолжите самостоятельно, чтобы вам сильно скучно не было самостоятельно вязать. Вот так вот вяжется ряд. Шапка наша постепенно увеличивается, и можно сказать, что где-то мы уже приближаемся к половине. Ну вот так. Дальше вяжем все самостоятельно. Вот видите, надо следить за петлями, тут так расслоится, и будет дырка в шапочке. Итак, мы провязали 2 ряда узора, и как вы могли заметить раньше, то каждый рисунок у нас занимает 8 рядов. И, следовательно, нам осталось провязать еще 6 рядов узора третьего блока. Это будут ряды с 44 по... Так, 44, 45, 46, 47, 48, 49. По 49. И они будут полностью повторять ряды вот этих 2 предыдущих ряда. То есть нам надо еще 3 раза повторить вот это сочетание. Следующий ряд 44 мы вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Потом 45 мы вяжем ряд лицевых, и так будем чередовать еще 2 раза. То есть 6 рядов мы вяжем аналогично. Каждый четный ряд у нас как 42 ряд, а каждый нечетный ряд у нас как 43 ряд. У вас все получится без меня. Я в вас верю. Вяжем все эти 6 рядов самостоятельно. Итак, мы связали 6 рядов с 44 по 49 ряд третьего блока рисунка. И теперь нам надо вязать опять вот эту разделительную полосу. И это у нас будет 50 ряд, и мы его вяжем полностью изнаночными петлями. 50 ряд у нас, запоминаем, изнаночные петли. Так. Осталось провязать вот эту разделительную полосу, 4-й рисунок, и мы будем делать убавку. Ну, вот там, где убавка, вяжется все быстрее, потому что убавка подразумевает уменьшение петель, а чем меньше петель, тем вязать быстрее. Ну, вот такая вещь у нас начинает получаться. Довязываем ряд до конца изнаночными петлями. Итак, мы связали 50 ряд. Сейчас будем вязать 51. И как вы могли уже заметить, во всех вот этих полосках после изнаночного ряда мы вяжем лицевой. И значит 51 ряд у нас будет лицевым. И вяжем лицевые петли, лицевой ряд до конца ряда.
Вот у нас все получается, и у вас все получается. И шапочка уже вырисовывается, растет. И осталась меньшая половина. Нас это должно радовать, что скоро у нас будет готовая работа. Вяжем до конца ряд самостоятельно. Итак, мы провязали 51 ряд. И нам осталось провязать 2 ряда этой лицевой полоски. Ой, разделительной полоски. Соответственно, если у нас 51 ряд был лицевым, значит мы вяжем 52 и 53. 52 у нас изнаночный ряд, а 53 лицевой. Чередуем ряды. Если тут был лицевой, значит вяжем изнаночный. И эти 2 ряда, 52 и 53, изнаночный и лицевой, мы вяжем самостоятельно. Смотрите, что у нас получается. Видите уже? Шапочка вырисовывается. Сейчас мы довяжем эту разделительную полосу и будем вязать 4-й рисунок. И приступим к убавкам. Так что эти 2 последних ряда мы вяжем самостоятельно. Сначала изнаночный, а потом лицевой. Итак, мы провязали разделительную полосу между 3-м и 4-м рисунком и приступаем к вязанию 4-го рисунка. Это у нас будет ряд 54 начинаться. 4-й рисунок, 4-й блок рисунка, он у нас точно такой же, как вот этот 1-й блок рисунка. Но я вам напомню, как его вязать. То есть я вам опять порядно объясню, как вязать такой рисунок. И начинаем мы вязание с 2 лицевых. 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. Вяжем как резинкой 2 на 2 до конца ряда. Вот у нас так получаться должно. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, потом опять 2 лицевые. И вяжем так до конца ряда. Вязание у нас должно закончиться 2 изнаночными петлями. Итак, мы провязали 54 ряда. Приступаем к вязанию 55 ряда. 55 ряд мы начинаем лицевой. Потом у нас идут 2 изнаночные, 2 лицевые, опять 2 изнаночные, 2 лицевые. И так до конца ряда мы вяжем по 2 изнаночные, 2 лицевые. Вязание мы должны закончить 1 лицевой петлей. Ряд вяжем до конца самостоятельно. Чередуем по 2 изнаночные, 2 лицевые. Итак, 55 ряд мы закончили лицевой петлей и приступаем к вязанию 56 ряда. Здесь мы будем чередовать по 2 изнаночные петли, 2 лицевые, 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли. Перевернулась петля. И так до конца ряда мы чередуем 2 изнаночные, 2 лицевые. Вязание мы заканчиваем 2 лицевыми петлями. И вот так вот у нас получается.
Итак, мы провязали 56 рядов, приступаем к вязанию 57 ряда и начинаем его вязать с одной изнаночной. Потом мы вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Ряд заканчиваем одной лицевой. Ряд вяжем до конца самостоятельно. Видите, у нас уже вырисовываются вот эти поперечные, диагональные полосы. Вот эти вот диагональные полосы у нас уже начинают вырисовываться. Итак, это у нас 57 ряд. Еще раз повторяю. Заканчиваем мы его одной изнаночной петлей. Итак, мы закончили вязать 57 ряд. И теперь 4 ряда, 58, 59, 63 и 61 нам надо повторить с 54 по 57 ряд. То есть, как мы вязали здесь, так мы и вяжем. Сначала вяжем 2 лицевые. Это у нас будет 58 ряд. 2 лицевые, 2 изнаночные. Начинаем так. Вяжем до конца ряда. И потом я поставлю фотографию. Время начала вязания 54 ряда, чтобы вы могли отмотать и посмотреть, как это все вяжется. Так что с 58 по 61 ряд мы вяжем самостоятельно. Итак, мы провязали 61 ряд и вяжем опять вот такую полоску. Вяжем 62 ряд из... Вяжем 62 ряд из лицевых. Весь ряд лицевыми петлями вяжем до конца ряда. Вяжем самостоятельно. Нам вот кроме этого ряда останется связать еще 3 ряда полоски, и мы приступим к убавкам макушки. Так что можно считать, что шапка уже на 2/3 у нас связана. Вот. У нас так получается. Итак, мы провязали 62 ряд. Приступаем к вязанию 63 ряда. И, как вы уже понимаете, раз 62 ряд у нас был лицевые, значит 64 будет изнаночные. Шестьдесят 64 ряд мы провязываем до конца самостоятельно изнаночными петлями. Вот так у нас все получается. Просто все выходит великолепно, замечательно. 64 и 65 ряд вы провяжете самостоятельно. Я вам сейчас расскажу, как это сделать. 64 ряд у нас будет ряд лицевых петель, а 65 ряд будет ряд изнаночных петель. Этих 2 ряда мы вяжем самостоятельно. Вот я начала уже вязать 64 ряд лицевых петель. Вы его тоже начинаете, заканчиваете и приступаете к вязанию 65 ряда, который будет состоять из изнаночных петель. Мы связали 65 рядов тела шапки и теперь приступаем к убавкам. Первый ряд мы будем вязать убавок 66 мы будем вязать лицевым. Помните, что здесь по ходу мы прибавили 8 петель. И у нас получилось 104 петли. Так вот сейчас нам надо вот эти 8 петель, убавить. Убавлять мы будем точно так же с такой периодичностью, как их и прибавляли. То есть мы прибавляли
в прошлый раз через каждые, сколько, 11 петель, так и через каждые 11 петель мы будем убавлять. Вяжем 11 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 петлю и 13 петлю мы провязываем вместе лицевой. И опять вяжем 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И опять 12 и 13 петлю мы провязываем вместе лицевой. Итого у нас должно получиться 96 петель, 8 убавок. На 8 петель мы должны уменьшить. До конца ряд мы провязываем самостоятельно. Итак, мы провязали с убавками 66 ряд. И дальше при вязании нам все равно надо, чтобы повторялись вот именно вот эти узоры, которые мы использовали на саму шапку, для того, чтобы была симметрия. И следующие 67 и 66 ряды мы вяжем, чередуя 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. 67 ряд мы так вяжем. И 68 ряд точно так же. Закончим 67 ряд. Когда начнем вязать 68 ряд, опять начнем 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Эти ряды вы провяжете самостоятельно. И мы встретимся в 69 ряду. Итак, мы связали 67 и 68 ряд и приступаем к вязанию 69 ряда. 69 и 70 ряды, они вяжутся одинаково. Вяжется сначала изнаночная, потом лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. 69 ряд вы провязываете до конца самостоятельно. И 70 ряд вы вяжете тоже самостоятельно. Тоже начинаете с изнаночной, потом лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так до конца ряда. 69 и 70 ряды вяжутся идентично. Итак, у нас провязано 4 ряда шапки. И теперь мы опять вяжем повтор. Вот 71-74 ряды вяжутся точно так же, как мы вязали с 67 по 70 ряд. Все аналогично. Точно так же. Вяжем. Начинаем 71 опять вязать лицевой петлей. Потом у нас идет изнаночная петля. Так же мы начинали 67 ряд. И дальше вяжем по рисунку, как мы вязали. Все эти 4 ряда мы вяжем самостоятельно. Итак, мы вяжем 75 ряд. И этот ряд у нас будет опять с убавками. Нам надо будет убавить 16 петель. То есть после провязывания этого ряда у нас останется 80 петель. Чтобы провязать этот ряд, мы тоже будем его вязать лицевыми петлями. И будем вязать таким образом. Вяжем 4 лицевые. Так, 4 лицевые петли вяжем. 5-ю и 6-ю петлю мы провязываем вместе. Снова вяжем 4 лицевые петли. 2, 3, 4.
И опять 5-ю и 6-ю петлю провязываем вместе. Снова 4 петли вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4. 5-ю и 6-ю петлю провязываем вместе. И так вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас должно получиться 80 петель. Если сомневаетесь, можете пересчитать. Ряд вяжем до конца самостоятельно. Так, мы провязали 75-й ряд, и в результате этого вязания этого ряда у нас образовалось 80 петель. Мы уменьшили в 75-м ряду 16 петель. И сейчас приступаем к вязанию 76-го ряда. У меня пропал маркер. Вот мой маркер. В 76-м ряду мы все петли... Нитка какая-то, волос. Так, мы все петли будем вязать изнаночными петлями. Целый ряд изнаночных петель у нас получается. Этот ряд мы будем вязать самостоятельно. Как видите, у нас периодически уменьшаются количество петель в ряду. Шапка идет на сужение, формируется макушка. И так как все меньше и меньше петель, значит и наше изделие скоро будет готово. Как видите, как я говорила, у нас идет чередование узоров. Вот этот с наклонами. Сейчас мы связали опять вот в убавлениях вот этот ряд. И сейчас мы вяжем вот такую же полоску. Так, ну дальше, я думаю, ряд вот этот изнаночный каждый довяжет самостоятельно. Еще раз напоминаю, это у нас 76-й ряд. Так, и на подходе у нас 77-й ряд, который мы будем вязать лицевыми петлями. Полностью вяжем лицевыми петлями. Так, вот так вот лицевыми петлями вяжем до конца ряда. Сейчас, если разложить шапку, из-за того, что спицы, конечно, 40 сантиметров, по-моему, они, то не будет видно уменьшения, ну, потому что вся шапка стянута. Но поверьте мне, если бы я вязала на спицах с леской там 60 сантиметров, то можно было бы сразу увидеть вот это уменьшение. Сейчас я попробую разложить, показать вам, что у нас получается. Так, ну вот так вот у нас получается. Ну, видите, как бы, может, оно и заметно немножко, но мне кажется, что вот эта стянутость именно из-за того, что у нас спицы. Ну, леска маленькая в спицах. До конца ряд 77-й лицевой мы вяжем самостоятельно. Так, сейчас при вязании 78 и 79 рядов мы будем повторять 76 и 77 ряды. То есть 78 ряд у нас будет полностью изнаночными петлями, а 79 у нас будет как 77 будет лицевыми. Еще раз напоминаю, 78 ряд мы вяжем изнаночными петлями, а 79 ряд вяжем лицевыми петлями. Вяжем самостоятельно эти два ряда. Итак, мы приступаем к вязанию 80 ряда, и мы будем вязать вот уже опять такой узор. То есть мы вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, опять 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые,
2 изнаночные. И так вяжем до конца ряда. Ряд у нас заканчивается 2 изнаночными петлями. Вот уже шапка вырисовывается. 81 ряд мы вяжем полностью лицевыми. Как я говорила, мы вяжем вот этот рисунок. Так, лицевые, лицевая, лицевая, лицевая. Все до конца вяжем лицевыми. Ряд вяжется очень быстро, так как здесь всего лишь у нас 80 петель. Мы просто не замечаем, как его провязываем. До конца вяжем самостоятельно. Сейчас 82 и 83 ряды мы будем вязать самостоятельно, и я расскажу, как мы их будем вязать. Мы будем повторять 80 и 81 ряд, как мы вязали. То есть 82 ряд мы будем вязать 2 изнаночные, 2 лицевые, а 83 ряд мы будем вязать полностью лицевыми. Еще раз повторяю, 82 ряд мы вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, а 83 ряд мы вяжем полностью лицевым. Эти 2 ряда вяжем самостоятельно. Итак, мы провязали 83 ряда. Приступаем к вязанию 84 ряда. И в 84 ряду у нас опять будут убавки. Убавки будут идти по рисунку. Мы еще продолжаем вязать рисунок. И все мы будем делать вот таким образом. Мы будем вязать 2 лицевые. Убавки будем делать там, где мы вязали изнаночными петлями. То есть мы берем 2 петли и провязываем их вместе, убавляем их изнаночной. Опять 2 лицевые. Так, 2 лицевые. В изнаночных мы убавляем. 2 лицевые, 2 лицевые. В изнаночных у нас идет убавка. И так до конца ряда. По результатам вязания у нас в конце ряда должно быть 60 петель. Можете пересчитать для проверки себя. Итак, 85 ряд у нас на носу. Вот он, 85 ряд. Мы его вяжем полностью лицевыми петлями. У нас уже на спицах 60 петель. Уже вязание идет очень быстро. Ряд до конца вяжем самостоятельно. Так, 86 ряд мы вяжем по рисунку, то есть мы вяжем 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная. Две лицевые, 1 изнаночная. Вяжем до конца ряда самостоятельно. Итак, у нас сейчас 87 ряд. И в 87 ряду у нас опять будут убавки. Вяжем мы 1 лицевую, потом лицевую и изнаночную мы вяжем лицевой вместе. Опять 1 лицевую,
лицевую и изнаночную мы вяжем лицевой вместе. Лицевая, лицевая и изнаночная вместе лицевой петлей. И так до конца ряда. Сначала вяжем лицевую, а потом лицевую с изнаночной вместе. Когда мы закончим этот ряд вязать, у нас на спицах будет 40 петель. Вяжем ряд до конца, а я исправляю ошибку. Так, после провязывания 87 ряда у нас 40 петель. И 88 ряд мы вяжем полностью изнаночным. Так. Весь ряд мы вяжем самостоятельно. Вот изнаночными петлями мы вяжем его. Все у нас идет к формированию макушки, чтобы было как можно меньше петель на спицах, чтобы уже можно было закрыть макушечку нашу. Так, до конца ряд мы довязываем самостоятельно. 89 ряд мы вяжем лицевыми. Да, уже немножко неудобно вязать, как бы надо, наверное, взять другие спицы. Но, к сожалению, чулочных спиц у меня нету. И будем пытаться пока вязать так. Пока еще не совсем катастрофически вяжется. Это у нас 89 ряд, он вяжется лицевыми. 90 и 91 ряд мы будем вязать как 88 и 89. То есть 90 ряд мы вяжем изнаночными, а 91 ряд мы вяжем лицевыми. Эти два ряда мы вяжем самостоятельно. Итак, мы сейчас вяжем 92 ряд, и в этом ряду у нас будут убавки изнаночными петлями. Каждые 2 петли мы вяжем изнаночной. В результате в конце вязания у нас должно остаться 20 петель. Так, 2 петли провязываем изнаночными. И так до конца ряда. Еще раз повторяю, после вязания этого ряда у нас остается 20 петель. Ряд мы вяжем до конца самостоятельно. Итак, у нас на спицах 20 рядов. 93 ряд у нас сейчас, который у нас будет полностью лицевым. Эти 20 петель мы вяжем самостоятельно лицевыми рядами. Так, а может я и с вами довяжу. И сейчас у нас на спицах 94 ряд. Это последний ряд, в котором мы будем совершать последние убавки. И убавки будем совершать изнаночными петлями по 2 петли. Провязываем изнаночными. И в результате данной операции у нас должно остаться 10 петель, которые мы потом, нитку лишнюю мы обрежем. Возьмем иголку и стянем. Так, оп. И теперь со второй стороны у нас остались петли, которые мы тоже изнаночными петлями провяжем по 2, чтобы в общей сложности у нас осталось 10 петелек. Так. Ну вот, еще осталось 2 петли. И
Вуаля, у нас 10 петель, 4 с той стороны и 6 с этой. Итак, я все петли перетянула на одну спицу. И теперь нитку заправила в иголку. И теперь буду снимать по одной петле. Аккуратненько. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, где-то одна петля потерялась. Считаем еще раз. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Странно. Так, все нормально, я пересчитала за кадром. У меня получилось 10 петель. И мы просто берем, затягиваем. Иглу я пропускаю вовнутрь шапки. Вот, верхушка у нас должна получиться вот такая вот. Переворачиваю шапку на изнаночную сторону и прошиваю в нескольких местах, затягивая, чтобы нитка не убежала и не растянулась. Обрезать кончик я буду после того, как я постираю, чтобы где-то немножко она подвалялась. Ну вот. Вот этот кончик я потом тоже спрячу. И у нас получилось вот такое вот замечательное изделие. Так, у нас получилась вот такая вот замечательная шапка. Вот с такой вот макушкой. Шапка удлиненная. Кончик я еще ж не спрятала. И мне, кстати, все очень нравится в этой шапке. Я примеряла на ребенка, и ему тоже все понравилось. Так что я желаю вам удачи в вязании шапок таких для своих мужчин. Скоро у нас идет Новый год. Шапка может быть прекрасным подарком. И, как говорится, шапок много не бывает. Так что удачи вам в вязании и пока-пока.